Более 300 административных нарушений законодательства было выявлено в прошлом году. Прокуратурой к ответственности привлечено 139 человек. В суды направлено 26 исковых заявлений. Кроме того, мерами прокурорского реагирования в государственный бюджет организациям и предприятиям возмещено более 12 миллионов рублей. В основном все рассматриваемые дела касались соблюдения земельного, бюджетного, административного и банковского законодательств, а также законов о гражданстве и о безопасности дорожного движения. Более 70 нарушений земельного законодательства выявлено в результате прокурорских проверок. Большая часть из них допущена в городе Сухум, в Гагарском и Гудаутском районах. Выявили нарушения, свидетельствующие о неэффективности работы в части контроля за использованием земель, предотвращении фактов самовольного строительства на всех стадиях. Следует отметить, что, несмотря на достаточно четкое нормативное определение контрольных функций, работа государственных органов находится на низком уровне. Вследствие того, результаты прокурорских проверок, по которым выявлено более 70 нарушений земельного законодательства. Возбуждено 4 уголовных дела, 40 дел об административных правонарушениях. Направлено 10 исковых заявлений в судебные органы о признании построек самовольными и их сносе. За 2017 год зарегистрировано 910 тяжких преступлений, из которых 607 раскрыты. Среди них 32 дела убийства и покушения на убийство, 257 уголовных дел по фактам краж имущества, 9 дел по грабежам, 43 по разбоям, 20 уголовных дел по фактам ДТП со смертельным исходом, 179 по незаконному обороту наркотиков. Уровень подростковой преступности в 2017 году не изменился, однако наблюдается тенденция увеличения преступлений, совершенных группой лиц. О расследовании громких, резонансных преступлений, имевших место в 2017 году, рассказала начальник Следственного управления Генпрокуратуры Нонна Смыр. Дело, возбужденное прокуратурой Сухумского района по убийству Челокян и покушению на убийство его супруги Матасян, совершенного гражданином Адлиба. В отношении Адлиба избрана мера пресечения судом арест, ему предъявлено обвинение, и также дело находится в стадии завершения и направления дела в суд по подсудности. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданки Мамедовой Гульгаз, ее бывшим мужем Джанба из автомата Калашникова. Джанба задержан, судом избрана мера пресечения в виде ареста. Работа по данному делу продолжается. Назначены соответствующие экспертизы. Дело будет расследовано и направлено в суд. Управлением было рассмотрено более 250 уголовных дел. И, по словам Нонны Смыр, выявлены случаи некачественного расследования, несвоевременного выполнения неотложных следственных действий. Связано это в основном с отсутствием опыта у сотрудников, 90% которых молодые кадры. По мнению Нонны Смыр, также имеет место недостаточный контроль со стороны руководителей следственных групп и отделов. По 66 делам за 2017 год были нарушены сроки предварительного следствия. Чаще это вызвано объективными причинами, например, по делам, производство которых затягивается из-за проведения экспертиз. В 2017 год органами следствия было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности, где потерпевшими по этим делам являются несовершеннолетние. Все дела расследованы в сроки, направлены в суд для рассмотрения по существу. По некоторым из них уже есть приговора, вступившие в законную силу. По делам мы назначаем экспертизы и ждем очень длительное время. И в частности, по уголовному делу, по обвинению Джопа Астамура Северяновича в совершении изнасилования, на проведение экспертизы было поручено экспертным учреждением города Москвы. Результаты экспертизы были нами получены, расследование по делу завершено, дело направлено в суд. Хочу обратить внимание на одно уголовное дело, это по обвинению ЧКАДО, оно находится в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста, назначены судебные экспертизы, допрошен ряд свидетелей, работа по этому делу продолжается. Четкое исполнение законодательства – главная цель и задача ведомства. Прокуроры на местах должны чаще контактировать с контролирующими органами и своевременно выявлять нарушения, отмечалось на коллегии. Нам необходимо с вами на 2018 год закрепить те позиции, которые мы начали. У нас достаточно есть сподвижек, но говорить о каких-то громких результатах не приходится, потому что достаточно еще раз повторяю, много проблем в исполнении законодательства. И только в случае нашего прокурорского надзора
своевременного, полной координации всех органов контролирующих, органов государственного управления, мы сможем дальше продолжить те правильные наши начинания в той или иной сфере исполнения законодательства. На коллегии с докладами о проделанной работе выступили руководители всех управлений и прокуроры городов и районов республики. Ирина Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.